Чтобы в совершенстве овладеть татарским языком, нужно поехать в деревню. И чем дальше от центра, от Казани, как бы ни парадоксально это ни звучало, тем больше шансов получить качественный мастер-класс. Актанышский район – одно из немногих мест в Татарстане, где вопросам сохранения и развития родного языка уделяют большое внимание. Вот в этом ресурсном центре, казалось бы, готовят специалистов для сельского хозяйства, но параллельно учебное заведение оттачивает лингвистические навыки. Все занятия в центре проходят исключительно на татарском языке. Татар дөньясына әлфия апаларны биргән район буларак, күп шагыйрьләр биргән, язучылар биргән район буларак, киләчәктә дә татар дөньясына Актанышта бирмәсә кем бирергә тиеш? Актаныш на этой неделе вот так делился своим опытом реализации национальной политики. Главы исполнительных комитетов, руководители отделов культуры и образования из 20 районов здесь получали наставления от своих коллег. В вопросах национального образования все является важным. И воспитание на родном языке в семье, и обучение в школе, и самое главное – применение родного языка во всех сферах жизни. И вот именно в этом смысле Актанышская земля оказалась весьма показательной. Кайбер министрлыкларның татар теленә дәүләт теле буларак мөнәсәбәте бик салкын. Спорт министрлыгы, яшьләр министрлыгы, безнең юл һәм транспорт министрлыгы, инвестиция агентлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы һәм башка берничә тагын шундый идарәләрне, даирәләрне санап китә алам. Аларның бүгенге көндә телгә мөнәсәбәте бик сүрән. Вот с такой весьма объективной критики началось очередное заседание комиссии по сохранению и развитию татарского языка. По словам председателя Марата Ахметова, в национальном вопросе не должно быть формального подхода в принципе. Досталось и министрам, которые даже владея языком, предпочитают не говорить на нем. Министрлыкларның бу мәсьәләдә закон үтәлешенә мөнәсәбәтен тирәнтен ачыклап, президентка біз аңлайышлы һәм аның административ ресурсын файдаланырлык итеп бик көчле мөрәҗәгать әзерләргә кирәк булачак. Выступающие на родном языке члены Кабмина все же это скорее исключение, а не правило. Правда, попытки выступить с докладом на родном языке некоторые руководители все же предпринимали. Многие еще помнят, какой фурор произвело выступление директора территориального фонда ОМС Алсу Мифтаховой в октябре 2018 года на сессии Госсовета. Югары технологиялы медицина ярдәме күрсәтү төрләре исемлеген өстәмә методлар белән тулыландыруны. Жаль, что этот пример так и не стал заразительным. Но министрам все-таки придется татарский подучить. Тем более, что в вопросах национального образования уже видны определенные сдвиги и в лучшую сторону. Начальник управления национального образования Министерства образования и науки Лилия Ахмедзянова заявила, что все школы республики получат новые учебники по татарскому языку. Кроме того, идет работа по подготовке переводу на татарский язык учебников для включения их в федеральный перечень. Для этого в республике уже выделено более 21 миллиона рублей. На сегодняшний день организована работа по включению УМК для начальной школы. На следующий год мы планируем перевести и подготовить УМК для основной школы, то есть для 5-9 классов. И на 23 год у нас остаются такие предметы, как музыка, технология, физкультура, УМК именно по данным предметам. Молодой педагог, лауреат международных конкурсов Айсылу Габдинова с детьми занимается не первый год. По ее словам, сегодня главная проблема – это найти хорошую детскую песню на татарском языке. Как правило, в репертуарах различных национальных песенных конкурсов для детей в изобилии песни старшего поколения. Так и поют малыши про любовь, расставание и потери. А хотелось бы, чтобы у детской песни было детское лицо. Я сама с детства занималась вокалом, эта проблема была знакома. Потому что, когда мы выбирали песни на конкурсы, все пели одно и то же. Хотя хотелось разнообразить репертуар. В Алашак-Жире конкурс детской песни, который решил провести первый детский телеканал Шаян ТВ и таким образом внести свой вклад в решение этого недетского вопроса. На первый телевизионный конкурс было принято 46 заявок, 5 песен стали финалистами. Что самое примечательное, лучшую детскую песню наряду с признанными мастерами вокального искусства выбирали юные дарования сами. И по словам участников этого проекта, как оказалось, тем для создания настоящего этнического детского материала намного больше, чем кажется на первый взгляд.
А я хочу петь песни, которые я буду сам понимать, о чем я пою. Стоит отметить, что все песни, отобранные жюри широкому кругу телезрителей, будут также представлены на конкурсе вокалистов «Сейлян», который уже не первый год проводит творческая группа «Шаян ТВ». На этой неделе детский телеканал посетил председатель комиссии по развитию татарского языка Марат Ахметов. Он с большим воодушевлением пообщался с ведущими популярных детских программ. По его словам, именно такие детские передачи на татарском языке дают возможность не только раскрыть детские таланты, но и популяризируют родной язык среди молодежи. Потому имеет важное значение для развития национального образования и просвещения. Стоит отметить, что на встрече затронули и проблему нехватки качественной анимационной продукции на родном языке. Сотрудники телеканала внесли свои предложения. Вскоре на сайте Шаян ТВ появятся уроки по изучению татарского алфавита с использованием анимации. Всем известно, что мировая паутина – это действительно уникальное пространство, в котором можно найти все. Потому так важно создавать в сети национальный татарский контент. Но каждый человек в поисках нужной информации зачастую обращается на русскоязычные сайты. Хотя Википедия на татарском языке, который существует с 2003 года, по мнению специалистов, в разы превосходит башкирский, марийский, удмуртские поисковики. Но до сих пор уступает своему русскому коллеге. Не стоит забывать онлайн, потому что, COVID-19 и все. И значит, татарская культура и татарский язык, контент в интернет-среде должны быть доступны много проще, чем мы привыкли, даже находясь физически в библиотеке. Но если люди не хотят читать, что в принципе является проблемой современности, то татары должны хотя бы периодически слышать родную речь, особенно в городах, где превалирует русскоязычное общение. Потому, наверное, на заседании комиссии и прозвучало это предложение по установке радиоточек на улицах татарских городов и деревень. Возможно, эта идея кому-то покажется неважной и незначительной. Но, как известно, вода-то по капле камень точит. Ильзира Юзаева, Андрей Мохов, 7 дней.